Так, мы готовим батат. Владимир Николаевич его моет и режет вот на такие вот половинки. Не знаю, может быть, лучше было еще помельче разрезать, но мы что-то так решили, вот так запекать батат. Так решили. Складываю на листик, на пергаментную бумагу. Вот так он изначально выглядит. Вот мы купили его. Он, кстати, дорогой, 3,5 евро за килограмм. Так, мы его сложили на листик, теперь нам нужно посолить его. Значит, мы вот так берем соль морскую или какую-то соль берем, альпензальц, ага, альпийскую, ладно. Так, и вот так делаем, вот так и вот так делаем. Солим батат хорошенечко, потому что не хочется жрать его не вдосаль. Ля-ля-ля. Все. Так, теперь нам нужно взять, значит, немножко растительного масла. Вот так. И, значит, вот этот батат вот так вот чуть-чуть весь помазать, чтобы он был вкусный. Его обязательно нужно смазывать маслом. Вот так мы, значит, берем это все и намазываем, тщательно намазываем маслом. И теперь нужно поперчить, ну или любые специи. Вот мы взяли вот такой фефер, как бы сказал нам любой немец. Так, и нужно теперь поперчить. Вот, значит, поперчили. Теперь ставим в духовку. И богом бататик. Вот так вот это все выглядит спустя полчаса. Давайте потыкаем вилочкой, готово или нет. Еще нет, еще надо делать, еще жарить. Но я думаю, что минут 10-15, не меньше. Теперь он протыкается. Вот прошло буквально еще минут 10, и он начал протыкаться. Весь батат. Вот он прям нормально входит, вилка. Значит, мы будем выключать и ждать, когда чуть-чуть остынет. В общем, вот так вот это все получилось. Пробую на вкус. Ну и это, конечно, очень вкусно. Прям очень. Очень вкусно.